В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». Здравствуйте, в эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер». Для вас работает Андрей Гевко, и в этой части программы мы будем говорить о стратегии деоккупации и реинтеграции, Крыма и Севастополя, как ее видят украинские власти, какой может быть реакция Москвы. Обо всем об этом сегодня поговорим. Дальше будет только интереснее. Не переключайтесь, сейчас расскажу вам подробнее. Тема дня. Итак, Владимир Зеленский, президент Украины, ввел в действие стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя. Соответствующий указ 24 марта опубликован на сайте главы украинского государства. Таким образом, президент вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта, утверждает стратегию деоккупации Крыма и Севастополя и возлагает контроль над исполнением стратегии на секретаря СНБО. Текст стратегии, механизмы реализации и ожидаемые результаты находятся в открытом доступе. Все это можно увидеть на сайте Офиса президента, если вам интересно. Итак, поговорим, что же такое стратегия деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя, насколько эффективно ее появление на 8-м году аннексии Крыма России, как ее планируют воплощать в жизнь и как на украинскую стратегию будет реагировать Кремль. Призываем вас активно участвовать в комментариях. Попытаюсь почитать все ваши комментарии на YouTube и Facebook. Самое интересное будем озвучивать нашим экспертам или в эфире, если там будет ваш комментарий, а не вопрос. Кроме того, напоминаю, что нам всегда можно позвонить по телефону номер 8 800 1006 926 для жителей Крыма и соседней России, ну и для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Вот ваш звонок будет более гарантированным вашим попаданием в эфир. Призываем вас, единственное, быть корректными в вопросе обсуждения темы. Итак, стратегия деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя занимает в целом около 20 страниц. Если ее перевести в текстовый формат, она состоит из нескольких частей. В преамбуле описывается попытка незаконной аннексии Крыма России, договоры, которые нарушила Москва, осуществив военную интервенцию на территорию украинского Крыма, а также милитаризация и те нарушения прав человека, которые происходят на полуострове с 2014 года. В части основных положений указано, что стратегия деоккупации является, далее цитата, комплексом мер дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера. При этом Украина акцентирует внимание на приоритетности политико-дипломатических средств по решению вооруженного конфликта. В документе фиксируется, что Украина продолжает политику непризнания навязанного крымчанам российского гражданства и юридических сделок по российским законам. Об этой теме мы поговорим потом подробнее. Документ вообще обширный, в нем много информации по разным аспектам в вопросах деоккупации Крыма и прав крымчан. Там есть и вопросы медицины, и юридические вопросы, и вопросы, связанные с внутренними переселенцами, людьми, которые вынуждены были выехать из Крыма после аннексии. И вот охватить весь этот пласт информации за один эфир мы, конечно же, не можем, поэтому сегодня поговорим об основных аспектах, в основном политических и экономических. Тем не менее, перед эфиром мы связались с народным депутатом Украины, заместителем главы Комитета по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Мы спросили ее, какие надежды питают в парламенте на стратегию деоккупации Крыма. Итак, послушаем Нелли Яковлеву. Мы можем говорить о том, что уровень этого вопроса поднялся, и, соответственно, на заседании СНБО было принято решение о том, чтобы сделать эту стратегию указом президента. Также нынешнюю стратегию мы можем считать одним из этапов подготовки к проведению саммита Крымской платформы, который должен состояться 23 августа. И как раз стратегия важна для того, чтобы дать сигнал международному сообществу о неизменности курса Украины на восстановление территориальной целостности, поскольку именно Крымская платформа должна стать главной внешнеполитической площадкой для обсуждения вопросов Крыма по аналогу с нормандским форматом. Кроме того, Нелли Яковлева рассказала, как стратегия будет воплощаться по, во всяком случае, тому, как ее видит официальный Киев. На самом деле в стратегии прямо написано, что план действий, соответственно, данной стратегии должен разработать Кабинет министров. Но мы понимаем, для того, чтобы эта стратегия внедрялась действительно, соответственно, плану, то нам нужны как внутренние политические усилия, то есть то, что касается и деятельности Кабмина, и то, что касается деятельности парламента,
и в то же время нам нужны и внешнеполитические усилия. Только при соединении этих двух компонентов мы можем говорить о успешности реализации. Также мы должны понимать, что стратегия является рамочным документом. По большому счету она закрепляет основные направления в разных сферах, в сфере экономической политики, социально-гуманитарной, экологической, информационной. Особый акцент делается именно на ущемлении прав человека в Крыму и определяет цели государственной политики. То, каким будет действительное, реальное наполнение уже пошаговое, это будет вырабатываться тактически. Но на самом-то деле я считаю, что принятие такой стратегии не просто своевременное, но даже уже несколько опаздывающее. Такой рамочный документ должен был быть сделан уже давно. В то же время многие эксперты считают, что стоит ожидать ответной реакции России на стратегию деоккупации. Вот Нелли Яковлева объяснила, насколько официальный Киев к ней готов. Реакция России всегда в этом ключе одинаковая. Они не воспринимают любых действий Украины по отношению к восстановлению территориальной целостности по Крыму. И мы понимаем, что бесспорно это будет международный отпор. Он будет, скорее всего, по моему мнению, заключаться именно в том, чтобы в политике того, чтобы страны менее активно присоединялись к Крымской платформе. То есть мы знаем, что со стороны Российской Федерации сейчас ведется политика, чтобы государства отказывались от активного участия в Крымской платформе. Безусловно, они выражают некую обеспокоенность, приветствуют эту инициативу, но в то же время не входят активно в состав и в поддержку Крымской платформы. Также важно, чтобы Крымская платформа не была одним саммитом, а чтобы в дальнейшем была системная работа нескольких стран-участников, которая выстоят перед Российской Федерацией. Собственно, мы сегодня еще не раз услышим о том, что стратегия деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя тесно связана именно с Крымской платформой. Я вот уже вижу ваши комментарии, они достаточно интересные. Вижу, что пишут, почему нет сайта, где украинцы могли бы писать свои предложения по деоккупации Крыма и Донбасса. Вопрос интересный, постараемся ваш вопрос переадресовать, когда у нас будут спикеры в прямом эфире, в том числе Антону Кореневичу, который будет с нами на связи несколько позже. Но, возвращаясь к нашей теме, Россия пребывает под санкциями США и ЕС за попытку незаконной аннексии Крыма и за поддержку вооруженных боевиков на Донбассе. Нелли Яковлева рассказала, предусматривает ли стратегия деоккупации Крыма и Севастополя усиление российских санкций. Не могу сказать, что стратегия как документ может создать такой рычаг влияния. Скорее, как раз решение саммита Крымской платформы, в которой, я так предполагаю, должна быть закреплена эта стратегия, и также подписана политическая декларация странами-участниками, вот это может значительным образом повлиять и на санкционный режим, и в целом на международную ситуацию. Стоит сказать, что стратегию восприняли по-разному в пределах Украины, в пределах украинского политического и, скажем так, поля активистов. Она воспринята по-разному, есть у нее и критики. Вот так отдельные пункты документа, например, раскритиковал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Он рассказал нам в эксклюзивном комментарии, чего, по его мнению, не хватает в положении стратегии. Я сказав про те, що необхідність прийняття стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, вона була ця необхідність, і дуже добре, що така стратегія розроблена і вона схвалена. Але одночасно ми показали ті принципові моменти, які, на наше переконання, мали бути обов'язково включені в цю стратегію. І чому? Перше, будь-яка стратегія, стратегія повернення, деокупації повернення, в нашому випадку метою цієї стратегії є створення умов для деокупації Криму, а потім і її безпечної реінтеграції, а також нейтралізації будь-яких загроз як національної, так і міжнародної безпеці. Можемо говорити, що метою стратегії є також гарантування прав і свобод людини. І якщо ми говоримо про таке завдання стратегії, то ми обов'язково маємо говорити про сьогодення и майбутнє коренного народу Крыму, крымско-татарского народа. Мы сейчас продолжим слушать Рифата Чубарова. Он достаточно много интересного рассказал о своей позиции касательно стратегии деоккупации Крыма. Но у нас коллеги подсказывают, что есть телефонный звонок от нашего постоянного слушателя. Добрый вечер. Представьтесь, кто вы, откуда, и ваш вопрос или комментарий.
Здравствуйте, Сергей Дивко и все слушатели радио Крым Реалии. Это Александр из соседней России, из Москвы, и все слушатели с 1748 килогерц. Я хочу только две вещи сказать. Я думаю, вы потом это разорвете, дальше зададите вопросы на эту тему. Первое, меня, как радиолюбителя, вообще как человек, который за информацией следит, интересует, как информационная будет строиться политика, будет ли больше, там, не знаю, на средних волнах появляться радиостанции, будет ли разблокированы украинские каналы на спутнике. Я в раньше смотрел там и прямой канал, и пятый канал по спутнику. Я вот люблю смотреть телевизор по телевизору, а не по интернету. Хотя, я повторюсь, я не раз говорил, в интернете ваши каналы не глушатся. Вот, это первый вопрос. И второй такой общий вопрос. Смотрите, знаете, в чем ошибку совершает ваше руководство, на мой субъективный взгляд, так, со стороны, что ваше руководство разделяет Донбасс и Крым, а вот эти вещи, на мой взгляд, надо обсуждать в одном пакете, потому что нашим это все как раз и хорошо. Вы хотите Крым, мы не будем Крым обсуждать, что нам это Крым. Все, у нас типа... И все, и замолчите. Да, Александр, я понимаю ваш вопрос, простите, что вас перебиваю, у нас просто время эфира, оно достаточно сжато, я понял ваш вопрос, вы не первый, даже у нас эксперты регулярно говорили о том, что нельзя разделять темы Крыма и Донбасса, я обязательно переадресую ваш вопрос нашим спикерам. Что касается информационного вещания, вот я дважды, вчера и сегодня, изучал полностью документ стратегии деоккупации Крыма и Севастополя, там в том числе среди гуманитарной стратегии есть развитие вещания и противодействие дезинформации. Ваш вопрос, возможно, и вы хотите узнать что-то более подробно, мы, конечно же, зададим нашим экспертам, но вы можете знать, что такие пункты в стратегии самой имеются. Я вернусь просто к тому, о чем мы говорили. Что касается критики в адрес самой стратегии, государственные органы, которые занимались разработкой ее, консультировались в том числе и с Меджлисом крымско-татарского народа. И вот глава Меджлиса Рифат Чубаров рассказал, какие предложения вошли в итоговый документ, а какие нет. В стратегії є такий розділ, який називається «Загальне положення». В цьому розділі говориться про завдання стратегії, і вони переліковуються. І ми вважали необхідним, щоб серед завдань, які ставляться цією стратегією, було наступне завдання, як захист та реалізація невід'ємного права на самовизначення кримсько-татарського народу у складі суверенної і незалежної української держави. Тобто ми пропонували таке формулювання, виходячи з того, що завданням стратегії має бути захист невід'ємного права кримсько-татарського народу на самовизначення на своїй землі. Крім того, в стратегії є такий розділ, як пріоритетні напрями, і в цих пріоритетних напрямах говориться про передумови реінтеграції. І зрозуміло, що ми написали, що треба визначити статус Криму як національно-територіальної автономії, що утворюється в межах Кримського півострова. Тобто ми вважаємо, що правове закріплення в законодавстві України цього завдання – це є передумовою деокупації Криму. Або, скажімо, секретар РНБО України Олексій Данілов, а потім і президент України зауважили, що всі висловлені нами пропозиції, вони доречні, і вони можуть бути взяті в роботу при розробці Кабінету міністрів України плану заходів щодо реалізації ось цієї стратегії. Указ підписаний, і цим указом введений цей текст, тобто стратегія введена в дію. 3 місяці, щоб уряду схвалити свій план реалізації. Будемо працювати з урядом, щоб оце, що не вдалося більш, скажімо, врегулювати на етапі хвалення тексту стратегії, щоб це зреалізувати у планах уряду. Але скажу чесно, що це виглядає трошечки проблематично, оскільки у вигляді орієнтирів ці формулювання мали бути в тексті стратегії. Напомню, что мы слушали Рифата Чубарова, главу Меджлиса крымско-татарского народа.
Что касается введения и имплементации вообще самой стратегии в действие, у Кабинета министров Украины, который должен заниматься разработкой, собственно говоря, уже практических шагов, есть 3 месяца на подготовку документа, и вот то, насколько, в принципе, можно будет реально быстро и качественно ее ввести и начать действовать, мы сейчас поговорим с нашим гостем. У нас на прямой скайп-связи Вадим Черныш, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Вот первый вопрос к вам, наверное, все-таки более общий. Как вы оцениваете саму стратегию, насколько она важна, насколько она своевременна? Ну, во-первых, она важна, но у нее название, если честно, не соответствует ее содержанию. Это больше не стратегия, а больше политики. То есть это документ о том, очень общий документ о том, какая у нас политика будет, какие инструменты, условно говоря, мы готовы использовать для того, чтобы вернуть людей и саму территорию Автономной Республики Крым. Поэтому тут проваливается среднее звено. Политика есть, политика заявлена, цели правильные, а вот с путями достижения, конечно, там есть небольшой пробел. И надеяться на то, что Кабинет министров сможет его заполнить, я бы не стал в силу того, что Кабинет министров не охватывает все полномочия всех органов, которые, там, например, не входят в Кабинет министров, или, ну, скажем так, руководители которых не входят в Кабинет министров, и органы, которые не находятся в системе органов исполнительной власти. Вот. Поэтому, конечно, есть вот этот, так как, ну, небольшой такой гэп, как говорится, или там небольшой, ну, скажем так, пробел, по моему мнению. Однако политически заявленные цели однозначно правильные, и я думаю, что, ну, скажу так, она скомпилирована из многих документов, которые были выданы до этого. Часть документов из действующих законов, часть положений из действующих законов, часть положений из международных проектов, часть там, текста, ну, вернее, там, положений, взятые из документов Кабинета министров. Ну, в принципе, это неплохо, но это не что-то такое прорывное, прям, что завтра все изменит. То есть я бы не стал так, не давал бы таких оценок. Это важно, но это не что-то инновационно-прорывное, которое вот прям изобрели, и завтра все повернется вспять. Ну, насколько я понимаю, вся эта стратегия разработана, собственно говоря, в такой довольно длительной перспективе. Нигде в самом документе, я его изучал, не указано, в течение какого времени вообще его должны воплотить в жизнь. То есть он заявлен, но четких сроков нету. Вот с точки зрения воплощения в жизнь, как раз вы сказали о том, что могут быть какие-то пробелы. Могли бы вы, наверное, спрогнозировать, в какой срок вот те заявленные, те нарративы, которые там написаны, можно привести в действие, хотя бы вот самые основные ключевые? Ну, давайте, тогда я хотел бы просто кое-что еще пояснить, с вашего разрешения. Смотрите, во-первых, там есть вещи, которые не касаются, то есть в стратегии указаны вещи, которые непосредственно не касаются процесса, так сказать, деоккупации. Ну, то есть, о чем мы говорим? Мы концентрируемся на Крымской платформе. Ну, например, мне неизвестно, что будет представлять из себя Крымская платформа. То есть это что будет? Конференция, это будет заседание. Что по результатам будет? Будет какое-то политическое решение? Ну, чем оно будет сильнее, чем Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций по своей силе? А это же будет не военное решение, это же будет дипломатическое решение. Ну, то есть есть много площадок, где можно, ну, по моему мнению, делать тоже очень много. И концентрироваться не только на ожидании там, заседания Крымской платформы. А что дальше будет? Кто будет имплементировать решение Крымской платформы? Насколько они будут отличаться? Это первый вопрос. Второй вопрос, который касается финансирования. Ну, смотрите, есть 3 этапа. Первый этап – это сама деоккупация. То есть как мы добьемся возвращения. Потом вопрос транзитного периода. Как будут возвращаться, вот как знаете, как сейчас период проходит, документы российские выдают незаконно, там переписывают реестры, меняют программы обучения. Но за один же день, если Украина получит завтра контроль, это же не означает, что за один день все можно будет изменить. Поэтому это транзитный период. И потом постпериод, 3-й этап, когда
идет диалог, укрепление национального единства, то есть преодоление последствий оккупации, более длительный период. Так вот, в стратегии это все смиксовано так, что очень чуть непонятно, какими путями мы достигаем деоккупации. Там немного сказано обо всем, о транзитном правосудии, о том, что будем там делать, укреплять национальное единство и так далее. Но в данный момент как это собираются делать? Я, например, не понимаю. Поэтому я думаю, такие вопросы будут и у чиновников Кабинета министров, которые будут верстать план действий. То есть им надо четко определить, ребята, мы двигаемся, вот первый этап, вот это мы делаем для достижения там такого-то деоккупации. Поддерживаем связи отдельно. Это отдельный этап. То есть пока мы не забрали обратно территорию с людьми, надо поддерживать максимально связи. Вот для этого мы делаем это. А там идут такие общие фразы. Кстати, сам Антон Кореневич, я читал его интервью, по-моему, на «Украинской правде», если не ошибаюсь. Он говорит, что это policy statement. То есть это заявление о политиках. Ну, а стратегия – это более приземленный документ, это этапность, то, о чем вы сказали. Поэтому здесь есть определенный момент. Это, еще раз я хочу подчеркнуть, это не значит, что это плохой документ. Он просто очень общий. Поэтому финансы, Кабинет министров, например, скажет, мы считаем, что вот такие мероприятия надо завтра начать. А деньги, а бюджет есть на это? Ну, со всеми проблемами, с ковидом, с расходами на национальную безопасность и оборону непосредственными. А есть деньги. Мы, например, когда работали, мы постоянно сталкивались с проблемой отсутствия средств на хорошо спланированные мероприятия. То есть стратегия не достигается без финансов, без ресурсов человеческих, финансовых и организационных. И вот это все и есть задача стратегии, совместить это все. Я слышал вопрос, там, например, о телеканалах. Там иногда вписано то, что уже сделано. Например, стоит вышка, стоит вещание на средних волнах. Ну да, надо его поддерживать. Ну, это же не элемент стратегии, это элемент имплементации, да? Так вот, там некоторые вещи есть сделаны, некоторые не сделаны, с ними надо разобраться. И поэтому, я думаю, у Кабинета министров будет проблема, на каком этапе что сделать, где найти под это финансирование, и кто будет непосредственно каждым элементом заниматься. СБУ не входит в состав, ну, в систему органов исполнительной власти. Есть Совет национальной безопасности и обороны, который имеет свои координационные структуры. То есть, мне кажется, этот механизм, ну, потом надо будет более тщательно отладить. Ну вот, к слову, если говорить, вы вспомнили о Совете национальной безопасности и обороны, именно на секретаря Совета национальной безопасности и обороны, согласно указу, во всяком случае, возлагается ответственность за реализацию, собственно, этой стратегии. И, кроме того, мы сегодня спрашивали у народного депутата из профильного комитета Нелли Яковлевой о том, может ли эта стратегия повлечь за собой усиление санкций против России, поскольку из тех санкций, которые сейчас наложены на Россию за агрессию против Украины, все-таки более жесткие санкции наложены за Донбасс, поскольку там идут, там больше активных боевых действий, есть человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения, то есть разрушенный войной регион. Возможно, именно вот эта часть стратегии может стать, скажем так, более веской для будущей деоккупации Крыма? Да, она как политический документ будет показывать о том, что, смотрите, там многие же считают, что если приходит, меняется президент, меняются команды, меняется состав Кабинета министров, может быть, что-то изменится в отношении Крыма. Помните, были призывы некоторых украинских политиков, что сделать? Поменять Крым, отдать его в аренду на 50 лет, там, отказаться от Крыма в пользу Донбасса. Не хочу комментировать эти дурости, но смысл такой, что это важный, мощный политический сигнал, что руководство страны, действующий президент, Верховный Совет, там, Верховная Рада, извините, там, Кабинет министров, они будут продолжать эту же политику, может быть, с немного измененными подходами, но также интенсивно политически добиваться этого. Но недостаточно, еще раз, надо предлагать самим, какие санкции, какие самые болезненные, по нашему мнению, что действительно будет доставлять, скажем так, неприятности и способствовать истощению и приближать деоккупацию. Не идти в фарватере, потому что то, что в имплементационном плане я сейчас вижу, наблюдаю, это желание идти в фарватере. И плюс санкции надо разделить условно на 3 категории.
по важности. Вот санкции персональные за нарушение прав человека, они сами по себе не приближают деоккупацию, не приближают возврат Крыма. Автономной Республики Крым, я имею в виду. То есть почему они не приближают? Они, конечно, направлены на сдерживание притеснений наших граждан в Крыму. Но они сами по себе не приближают. Вот санкции большие, секторальные, истощающие санкции, они влияют на поведение России, на политическое поведение России. Это важный элемент санкций. И третий элемент санкций – это тот элемент, тот эффект санкций, который наступает после оглашения самих санкций. То есть это эффект позора, так называемый в английском языке name and shame. То есть это подрывает доверие и репутацию и к органам власти, и к бизнесу, который там ведет. Это делает его, знаете как, всех их, не рукопожатыми. Поэтому Украина должна быть активной, не в фарватере идти, а быть, грубо говоря, ледоколом, который колет лед среди всех политиков развитых стран, чтобы они не вели бизнес, не вели дела до тех пор, пока Крым не вернется, как говорится, в родную гавань. В родную гавань Украины, а не так, как это говорит Россия. Я, насколько понимаю, что Украина должна будет на этом всем настаивать, в том числе и через международных партнеров. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, что с нами на прямой скайп-связи был Вадим Черныш, экс-министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Мы двигаемся дальше. У нас эфир очень динамичный. Вижу ваши комментарии. Все, что успею прочитать и задать нашим экспертам, обязательно задам. С нами на прямой телефонной связи Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Антон Александрович, добрый вечер. Витаю. К вам вопрос сразу же прозвучал от предыдущего спикера, наверное, поэтому задам его сразу же первый вопрос о том, что вот в стратегии деоккупации, во всяком случае, Вадим Черныш сказал, что есть один не то чтобы пробел, но такой вопрос, который вызывает вопросы, то, что не знают люди, что касается бюджета. Насколько украинский бюджет сейчас готов имплементировать вот те положения, которые прописаны в стратегії по деоккупації Криму і Севастополя? Ну, дивіться, по-перше, стратегія – це широка рамка. Так, це, по суті, те, що називається англійською Public Policy Statement. Це не є документ Кабінету міністрів України, який говорить про фінансування якихось окремих програм. Я взагалі дуже тішуся з того, що за нашої роботи, за нашої каденції ми з партнерами, з колегами зробили так, що цей документ з'явився. Він, вочевидь, мав з'явитися набагато раніше, але ми дуже дякуємо президенту за те, що цей документ зараз є. Це важливо, тому що ми скликаємо наших міжнародних партнерів на Кримську платформу, а ми повинні показувати постійну сталу позицію держави щодо деокупації та реінтеграції Криму. Тому стратегія направлена на те, щоб показати рамку, на основі якої працюють всі державні органи України по темі деокупації та реінтеграції Криму. А щодо питання про фінансування, бюджет, в стратегії чітко написано, що план заходів розробляє Кабінет міністрів України. Це виконавча влада, це вже відповідне бюджетування, програми і все інше. Тому я думаю, що Кабінет міністрів з цією задачею впорається. Ми раді будемо підтримати, допомогти, посприяти на будь-якому етапі. Стратегія, затверджена указом президента України, не може містити таких речей, про які ви говорите. Я вважаю, що це якісний текст і що дуже добре, що він з'явився. Він окреслює, знову ж таки, ключові напрямки роботи всіх державних органів України по треку деоккупации и реинтеграции Крыма. Антон Александрович, если можно, пройдемся немножко по деталям самой стратегии. Вот я ее изучал, и об этом говорил, собственно, в комментарии нам глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Вот предложение Меджлиса было после деоккупации Крыма выдворять жителей соседней России, которые поселились в Крыму в обход украинского законодательства, собственно, купили себе недвижимость по российским законам и, зная, что это оккупированная территория, приехали жить в Крым. При этом министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий ранее утверждал обратное, что россияне, которые, по его мнению, не способствовали оккупации Крыма или не занимались открытой подрывной деятельностью в отношении Украины, смогут остаться жить в Крыму. Вот в итоге пришли к какому решению? Может Украина себе законно позволить выдворить россиян, которые, зная о статусе оккупированной территории, тем не менее переехали в Крым после 2014 года?
Ну, щодо цього питання, громадян Російської Федерації, які переїхали в Крим, дивіться, тут декілька ключових тез. І мені здається, що їх не потрібно змішувати. І, можливо, певні якісь такі, знаєте, слова гучні можна замінити більш юридичними категоріями. Безумовно, систематичне переселення, трансфер громадян Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя є системним воєнним злочином. І відповідна інформація зібрана у відповідні повідомлення, submissions чи communications прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, правозахисними неурядовими організаціями і передана до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Тож ми думаємо, що Офіс прокурора МКС у Гаазі може зацікавитися цим фактом, коли він офіційно розпочне процедуру повноцінного розслідування, про що вже було заявлено в грудні 2020 року. Тепер, щодо, власне, громадян Російської Федерації. Після деокупації Криму, там в Криму відновиться дія повноцінна Конституції України і нормативно-правових актів України. Відповідно, громадяни Російської Федерації стають іноземцями, які можуть перебувати на цій території певний час, а потім мусять цю територію покинути. От і все. Це нормальні стандартні положення. Якщо у них є певні родинні зв'язки з громадянами України, очевидно, вони можуть претендувати на певну посвідку на проживання тимчасово. Але ми вважаємо, що це не буде можливим для тих громадян Російської Федерації, які вчиняли воєнні злочини, інші грубі порушення прав людини або працювали на окупаційну адміністрацію. Тобто, так чи інакше, вочевидь, громадяни іноземні не можуть постійно перебувати на території України. А Крим – це територія України. Антон Александрович, еще вопрос от наших YouTube-зрителей. Написали еще в самом начале его. Есть ли какой-то сайт или, возможно, какая-то платформа, где вот граждане Украины, которые, возможно, что-то понимают в юриспруденции или как-то видят, могли бы предлагать свои решения по деоккупации Крыма? Потому что вот нас, слушателям, это интересно. Ви знаєте, наразі такої платформи чи сайту немає. Але громадяни можуть завжди звернутися до нас, в представництво президента України в Автономній Республіці Крим, чи в інші українські державні органи з тим, що є якісь певні ініціативи. Або ж завітати до нас. Тобто ми завжди відкриті до того, щоб чути наших громадян, бачити їх і, власне, слухати їхні ідеї. Підкреслю, що ми вважаємо, на нашу думку, і ми були одним із активних учасників процесу розробки стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму. Це дуже важливий, справді, історичний момент без перебільшення. І слава Богу, що на 8-му році тимчасової окупації Криму у нас цей документ з'явився. Антон Александрович, у меня к вам буквально последний вопрос. Основную массу того, что прописано в документе, вот во всяком случае из того, что я изучил, прочитал вроде как весь документ, Украина делает, в принципе, в течение последних 7 лет постепенно и наращивает и расширяет практику в вопросах деоккупации. Есть ли что-то принципиально новое в этом документе, или он просто является таким сборником и скорее как иллюстрацией политической воли Украины? Ви знаєте, мені здається, що не варто применшувати роль цього документа. Безумовно, дуже багато речей робиться. І робота в рамках міжнародних організацій, і в рамках міжнародних установ, і робота по розслідуванню воєнних злочинів проти людяності, тою ж прокуратурою Криму і Офісом Генерального прокурора, департаментом, що займається питаннями збройного конфлікту. Але у нас не повинно бути, знаєте, лебідь, рак і щука. Так, що кожен працює, орган, в тому баченні, як він бачить себе. В нас мають бути спільні наративи, і спільні принципи, спільні цілі, і спільні завдання, спільне бачення. Оця стратегія – це спільне бачення. Тобто органи, які працюють по Криму, повинні займатися оцими речами, які висвітлені в стратегії, не іншими, не тими, якими хтось може захотіти займатися, а саме цими. Це інституціоналізація і систематизація роботи державних органів по Криму. Умовно кажучи, що орган по Криму працює так, як написано в стратегії, а не займається, вибачте, там, я не знаю,
мотиля в Азовському морі. От і все. Це дуже важливо. Тому ні в якому разі ми не повинні применшувати роль цього документу. Це системоутворюючий документ українських державних політик по деоккупации и реинтеграции Крыма. Я хотел у вас еще буквально один момент уточнить. Вот мы сегодня говорили с Нелли Яковлевой, представителем профильного комитета. Она сказала о том, что стратегия является важным документом, и она в том числе станет такой двигающей силой для будущей крымской платформы. Действительно ли это так? Насколько большие надежды возлагаются на крымскую платформу, и как она будет, скажем так, работать совместно со стратегией? Ну, дивіться, ви ж читали стратегію, і да, там у блоці міжнародне співробітництво чітко визначено, що Кримська платформа є номер 1 ініціативою і завданням України по треку деокупації Криму на міжнародному рівні. Так? Тобто Кримська платформа сама по собі закладена в стратегію деокупації як певний інструмент втілення цієї стратегії у зовнішньому вимірі на міжнародній арені. Тому це взаємопов'язані речі, нерозривні речі. А тепер, розумієте, скликаючи саміт установчий Кримської платформи 23 серпня, Україна показує свою здатність, бажання, спроможність працювати по Криму самостійно. Тобто ми не тільки просимо підтримку міжнародних партнерів, а ми показуємо, що ми почали приймати позиційні, юридично обов'язкові сильні документи, які до цього не приймалися. Просто подумайте, що ми часто говоримо, що на рівні міжнародних організацій приймаються сильні резолюції по Криму. Це чудово. А що приймала Україна? Тепер у нас є, скажімо, указ про День спротиву окупації Криму, підписаний президентом 26 лютого минулого року. Указ президента про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованого Криму, підписаний 26 лютого цього року. Тобто ми відзначаємо роль 26 лютого як дня спротиву у всіх цих процесах. Тепер ми маємо наступний указ президента про затвердження стратегії деокупації та реінтеграції. Ми показуємо сталість і постійність прийняття рішень на найвищому рівні держави по питанням деокупації та реінтеграції Криму. І у нас уже за цей день є запити від міжнародних партнерів щодо стратегії, коли вона буде англійською мовою, як можна з нею ознайомитися, як ми можемо прокоментувати ті чи інші питання. Тобто ми показуємо, що ми є суб'єктом, який не лише просить підтримку міжнародних партнерів на міжнародному рівні в рамках Кримської платформи, а ми самостійно напрацьовуємо політики деоккупации и реинтеграции. Это насправді дуже важливо. Спасибо вам большое, Антон Александрович. Понял ваше мнение. Очень интересно. С нами на прямой телефонной связи был Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Объяснил, как будет работать стратегия, для чего она, в принципе, нужна. И для того, чтобы, скажем так, сбалансировать наш эфир, я прочитаю вам, была реакция, собственно, на стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя. Она была еще 12 марта. После презентации самой стратегии подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал. Я его процитирую. Издание РИА Новости Крым его цитировало. «Полуостров за 7 лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины. Это показатель беспомощности украинской власти, когда для реальных действий нет ни сил, ни возможностей, ни морального права, ни юридических оснований, остается заниматься прожекторством и очковтирательством». Вот это вот цитата Сергея Аксенова. Кроме того, он заявлял, что якобы никакой оккупации Крыма не было. Но, тем не менее, если есть стратегия, есть резолюция ООН, которая определяет Крым как временно оккупированную территорию Украины, мы будем об этом говорить. И сейчас еще послушаем Рифата Чубарова, главу Меджлиса крымско-татарского народа. Как раз... Не послушаем, подсказывают коллеги. Есть у нас на связи наш гость, с которым мы хотели связаться, Игорь Чубаров, российский философ и социолог. Мы его ждем в эфире. А сейчас все-таки, ладно, давайте послушаем Рифата Чубарова. Он сказал, что он не склонен идеализировать стратегию или подвергать ее тотальной критике. Он считает ее важным шагом, который просто немного нуждается в доработке. Я знайомлюся з тим обговоренням, яке відбувається навколо схваленої стратегії від дуже таких
радісно пафосних оцінок і завершуючи дуже песимістичними. Я не приймаю ні одну, ні іншу сторону. Я знаю, що треба далі працювати. Прийнята стратегія має дати дуже чіткі відповіді на питання, яким буде Крим після відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом, і наскільки оцей статус Криму дозволить забезпечити державні гарантії збереження розвитку на своїй землі корінного кримськотатарського народу. І ці відповіді вони є дуже важливими не тільки для українського суспільства, вони є дуже важливими для міжнародної спільноти. Вот был комментарий Рыфата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа. К нашему эфиру присоединяется по телефону Игорь Чубайс, российский философ и социолог. Игорь Борисович, я вас приветствую в эфире. Сразу же задам вам вопрос. По вашему мнению, как будет действовать Москва? Вообще, будет ли Москва и Кремль, в частности, реагировать на украинскую стратегию деоккупации? И какой может быть ответ Украине вот на эту стратегию? Ну, это серьезный вопрос. Я думаю, что российской власти грозит все больше изоляции, все больше уход на маргинальные какие-то позиции. Вот. Но мне проще говорить о позиции гражданского общества. Вообще, как бы сторона конфликта Россия и Украина. И я, как просто российский гражданин, я убежден в том, что людям не хватает информации. Если бы вы смогли... Это замечательно, что будет крымская платформа. Я знаю, я читал, что вроде бы предварительно договоренность есть с Байденом, что он там будет выступать. Это все очень серьезно. Это очень серьезные дипломатические шаги. Но мне кажется, вполне реально сделать вещание на Россию через интернет, через радио, чтобы граждане России знали позицию украинских властей. Хотя бы это не пропаганда, но просто информация, что происходит, что считает Зеленский, что считает Рада украинская. У нас же эта информация там не проходит. И поэтому вот у нас там 3 дня или 4 дня назад была такая встреча в Лужниках, где по-своему отмечалась годовщина крымских событий. Я не думал, что столько людей соберется, несколько десятков тысяч человек, которые, в общем-то, поддерживали все то, что произошло. Они просто не знают. У них нет информации. Вот если коротко. Игорь Борисович, еще буквально у нас остается 1,5 минуты. Я вам задам еще один вопрос. Как раз вы сказали о людях. Хочется вспомнить о том, что периодически в вопросах, которые проводит в том числе Левада-центр, который, если я не ошибаюсь, уже приравняли к киноагентам, так называемым, в России, что россияне, в принципе, частично уже устали от Крыма и связанных с ним проблем после аннексии. Насколько действительно вот россияне устали, собственно, от Крыма и от того, что возникли санкции, проблемы с перемещениями и со всем остальным? Вы знаете, здесь как бы два источника информации. Во-первых, информация из Крыма идет очень дозированно, очень осторожно, очень фильтрованно и так далее. Это значит, что ситуация в Крыму плохая. Если бы все было замечательно, нам бы каждый день об этом рассказывали с утра до ночи. Рассказывают крайне редко и рассказывают очень дозированно. Ну, первый источник. А второй источник на уровне просто разговоров, это даже не Левада-центр. Конечно, там ситуация все время ухудшается. Там огромное количество военных. Если бы их там не было, то не было бы такой проблемы с водой. А вода очень острая проблема. Причем мы смотрим, как в Белоруссии построили атомную электростанцию. Мы на наши деньги, правда, там 5 аварий уже произошло, но станцию построили. А опреснитель воды в Крыму они построить не могут. А это острейшая проблема для населения Крыма. Поэтому и Крым очень дорого стоит, это очень дорого обходится нашему бюджету, это наши деньги. Поэтому люди все, я бы сказал, что динамика на общественном мнении такая, что все больше разочарований. Какие-то отдельные, наверное, граждане, которые на все смотрят с таким неуемным оптимизмом. Но на самом деле это очень большая проблема, которая породила целый круг проблем, целое море проблем. Изоляция, санкции, падение авторитета, падение связи. Сейчас американцы готовят новые санкции. Так что
Есть Вот есть недовольные... еще такой информационный. Появляется. Да, если Спасибо вам. Да, спасибо, Игорь Борисович. Прошу прощения, что перебиваю вас. 40 секунд до конца эфира. Игорь Чубайс, российский философ и социолог, был с нами на прямой телефонной связи. Я напомню, что сегодня говорили мы о крымской стратегии деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя. Указ подписал Владимир Зеленский 24 марта. Этот эфир для вас провел Андрей Гевко. Я напоминаю, что в утреннем ток-шоу мой коллега Сергей Макрушин расскажет, чем занимаются так называемые депутаты от аннексированного Крыма в Госдуме соседней России. Эфир начинается в 9 утра по крымскому времени. Ни в коем случае не пропустите. Всем пока.